связи с тем, что документы территориального планирования и градостроительного зонирования приняты только в городском округе Владикавказ и в Моздокском районе, только 2 этих муниципальных образования могут быть включены в зоны территориального развития. Какие плюсы? Естественно, основные плюсы — это создание дополнительных рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы. Это самое основное, конечно. И на что мы больше всего надеемся, это привлечение инвесторов в нашу республику. Были обсуждены вопросы, планируемые к реализации инвестиционные проекты. Выразили желание несколько предприятий, которые осуществляют свою деятельность в сфере IT-технологий, в сфере пищевого производства и инновационные, так называемые производственники. Я их могу назвать: это Твинго, это кондитерский цех Анечка, всем известный, и организация, которая занимается производством газовых турбин. Решение о создании зон территориального развития принимает правительство Российской Федерации. И, соответственно, показатель эффективности деятельности этой зоны тоже устанавливается правительством России. И вот эти показатели эффективности и будут характеризовать, насколько регион успешно использует данную форму развития территории. Они следующие: это бюджетная обеспеченность, это уровень безработицы, это доля занятых работников на предприятиях и индивидуальных предпринимателях, которые не относятся к государственному сектору, это общий объем налоговых поступлений, это повышение уровня среднемесячной заработной платы. Я думаю, это вот основные индикаторы, которые позволят увидеть, эффективно ли реализована зона территориального развития, либо нет.